Здравствуйте, дорогие телезрители! Это передача «Вокруг нас». И сегодня у нас в гостях заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Алексей Сапаров. Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, куда обратиться тем, кто хочет поступить на военную службу по контракту? Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Для поступления на военную службу по контракту в первую очередь необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту города Чебоксары, Чувашская республика, расположенного по адресу город Чебоксары, улица Пирогова, дом 8А. В пункт отбора можно обратиться лично, написать письмо, позвонить по телефону, либо связаться по сети интернет через официальный сайт Министерства обороны. Какой путь необходимо пройти, чтобы стать военнослужащим контрактником? Во-первых, необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту для получения консультаций и сообщить сведения о себе. Пожелания о должности, специальности, регионе прохождения службы. Необходимо собрать комплект документов для оформления на военную службу по контракту. Третье, подать заявление о приеме на военную службу по контракту инструктору пункта отбора. Выполнить тесты для оценки профессионально-психологической пригодности к военной службе. Пройти медицинское освидетельствование в военном комиссариате по месту жительства. Сдать нормативы по физической подготовке. Ознакомиться с заключением комиссии по отбору о соответствии предъявляемым кандидатам. Получить воинские перевозочные документы. Убыть в воинскую часть. Прибыть в установленные сроки в воинскую часть и заключить контракт. И пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки. Расскажите, пожалуйста, можно ли поступить на военную службу по контракту, не проходя военную службу по призыву? Граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее или среднее профессиональное образование, могут быть приняты на военную службу по контракту, даже если они не проходили военную службу по призыву. Угу. Мы прочитали на вашей странице в Инстаграм, что можно выбрать вместо службы по призыву 2 года службы по контракту. Это правда? Да, действительно, с июля 2014 года таким правом могли воспользоваться граждане, получившие высшее профессиональное образование. А с мая 2017 года таким правом уже могли воспользоваться граждане, получившие среднепрофессиональное образование. Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе представлена возможность для таких граждан, для такой категории граждан выбирать между 1 годом военной службы по призыву или 2 и 3 годами военной службы по контракту. Возможно ли поступить на военную службу по контракту, имея образование 9 классов? Возможно, на определенные воинские должности. Перечень таких должностей имеется в пункте отбора на военную службу по контракту и на официальном сайте Министерства обороны. Как правило, это первичные воинские должности, такие как водитель, сапер, стрелок, пулеметчик, гранатометчик и так далее. Какие требования для граждан Российской Федерации предъявляются при поступлении на военную службу по контракту? Кандидаты должны соответствовать требованиям по возрасту, уровню образования, физической подготовленности, состоянию здоровья, профессиональной пригодности. По состоянию здоровья я бы хотел немножечко рассказать. По состоянию здоровья по категории годности к военной службе годен к военной службе категория А, Б годен с незначительными ограничениями. По возрасту первый контракт с гражданами заключается с 18 до 40 лет. Новый контракт граждане имеют право заключить до 45 лет. По образованию не ниже 9 классов, среднее общее. Профессиональная подготовка, прошедшие военную службу по призыву или по контракту. Также граждане, получившие профессиональное образование по профильной военной специальности. Профпригодность, профессионально-психологический отбор, 1 категория, либо 2 категория. При отсутствии таких рассматриваются граждане с категории с 3. И, естественно, физическая подготовка. Где и с кем заключается контракт о прохождении военной службы? Контракт заключается в воинской части по месту прохождения службы. Контракт заключается между гражданином и командиром воинской части. Контракт заключается письменно по типовой форме и составляется в 2 экземплярах. Первый экземпляр подшивается в личное дело военнослужащего, а второй выдается на руки. В каких размерах получают денежное удовольствие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту? Минимальный размер денежного удовольствия в год поступления на военную службу по контракту составляет от 28 тысяч рублей. В дальнейшем он возрастает с учетом занимаемой должности, присвоенного воинского звания, общей продолжительности военной службы, выполняемых задач
условий и порядка прохождения военной службы. Можно ли повысить размер своего денежного довольствия? Да, получить весомую прибавку к денежному довольствию можно различными путями. В первую очередь за счет уровня физической подготовленности, сдать установленные нормативы и получить соответствующую надбавку. До 70% должностного оклада можно сразу после поступления на военную службу по контракту. У десантников 50% увеличится должностной оклад за выполнение годовой нормы прыжков с парашютом. Отдельные надбавки предусмотрены за прохождение военной службы в подразделениях, выполняющих специальные задачи. Какова продолжительность рабочего дня военнослужащего по контракту? В отличие от военнослужащих по призыву, продолжительность рабочего дня военнослужащего по контракту устанавливается не распорядком дня, а регламентом служебного времени. Регламент служебного времени составляет 40-часовая рабочая неделя, то есть 8 часов в день. Кроме денежного довольствия, какие еще социальные гарантии предусмотрены для военнослужащих по контракту? Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют достаточно весомый социальный пакет, который включает жилищное обеспечение, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, льготы при получении образования следующего уровня, государственное страхование жизни и здоровья, право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более лет или с 45 лет при условии, что общий трудовой стаж составляет 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба. Спасибо вам за интервью. Спасибо, Полина, за то, что пригласили. Еще раз хочу подчеркнуть, что пункт отбора предлагает обширный перечень специальностей и воинских должностей, среди которых вы сможете выбрать отвечающий вашим профессиональным ориентирам и уровню образования. Если вы сделали свой выбор, обратитесь в пункт отбора города Чебоксары Чувашской Республики. А это была передача «Вокруг нас». Всего доброго!